Строительство автовокзала только на начальном этапе. И несмотря на переменчивую погоду, работа идет по графику. Как отметили в администрации города, это важный элемент транспортной системы любого региона. Он позволит обеспечить эффективную и комфортную перевозку пассажиров. Возводится объект за счет инвестиционных средств. У нас имеется автовокзал 1968 года. И на сегодняшний день здание прошло в неугодность. И, соответственно, этот земельный участок, он как бы центральная мечеть, которая у нас в Малгобеке строится, этот земельный участок был передан для мечети, то есть центральной мечети в городе. И поэтому, значит, было вынесено решение, что нам необходим автовокзал в городе. Мы выбрали вот этот земельный участок. Строительство объекта начали в августе текущего года. За это время заложили фундамент. Теперь заняты возведением стен. Здание одноэтажное. В нем будут располагаться комната матери и ребенка, молельная, комната отдыха и зона для водителей. Благоустроят заодно прилегающую территорию. Ограждение и асфальтирование также входит в проект. По словам строителей, работа идет по плану. На сегодняшний день у нас 3 бригады работают. Это в количестве 25 человек. Задействована строительная техника. В принципе, работа идет в срок. Помимо автовокзала, также за счет инвестиций на общей площади 17 тысяч квадратных метров одновременно в городе возводится одноэтажный гостиничный комплекс на 6 номеров и 2 многоквартирных дома. Завершить работы по строительству автовокзала планируют в августе 2025 года, гостиничного комплекса и многоквартирных домов в конце 2026-го. Объекты сдадут под ключ. Для этого дома подрядчик предусмотрел отдельный генератор при отключении электроэнергии, чтобы люди не сидели, значит, без электроэнергии. Будет предусматриваться вот этот вариант, агрегат будет стоять. Дополнительно, значит, для города от этого дома, от многоквартирного дома, который будет строиться здесь, будут передаваться 4 квартиры, то есть для муниципалитета. На инвестиционных условиях в городе Воинской Славы строятся также многоквартирные дома на улицах Асканова и Базоркина. Разрешение на строительство уже получено. Проект согласован. Подрядная организация начала работу пару месяцев назад. В 2015 году в рамках переселения светлого аварийного жилья администрации были жители переселены по улице Нурудилов, 96. Но у нас здесь остались 4 жители, отказались. У нас здесь остались 4 квартиры и 128 квадратов нежилой площади, которые должны были передать частникам. Вот в связи с этим администрацией было принято решение выставить эту площадку под строительство многоквартирного дома. На всех объектах трудятся 2 подрядные организации – Транссервис и Стройинвест. Многоквартирные дома должны сдать в 2027 году. Согласно проектно-сметной документации, планируется также благоустроить прилегающую территорию. Мадина Цора, Мавлатгирия Хильгов, Магаз 24.